Говорит Москва. Говорит Москва. Передаем обращение председателя Государственного комитета обороны СССР товарища Сталина к народу. Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армии и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы! 61 год отделяет нас от великого Дня Победы в Великой Отечественной войне. Путь к этой победе был нелегким. Это горечь утраты и поражений, яркие примеры мужества и героизма солдат и ветеранов тыла. Все меньше остается людей, которые помнят историю развития Южной Якутии, тех, кто начинал, что называется, с нуля, с первого колышка. И чтобы отдать дань уважения и признательности за их труд героический в годы военного лихолетия и вклад в становление Южно-Якутского региона, мы хотим рассказать о них сегодня, в эти праздничные дни. В рабочих буднях не всегда выпадает случай поблагодарить за работу, порой просто побеседовать. Эту замечательную миссию выполняет юбилей. На днях справила свой 80-летний юбилей Ольга Федоровна Остапович. История ее жизни длинная, судьба сложная, и хоть совсем на первый взгляд не героическая, но по-своему интересная и во многом поучительная. Ольга Федоровна хорошо помнит войну. Она была 15-летней девчонкой, когда в ее деревню, что в Западной Украине, вошли немцы. До сих пор с волнением рассказывает о сожженных заживо мирных жителях, о сотнях расстрелянных на ее глазах евреев. Рассказывает о тяжелой работе на мельнице. Ее руки до сих пор напоминают болью о тех тяжелых жерновах. Рассказывает честно, без обиняков, что и после победы жизнь стала не намного лучше. Лютовали бандеровцы, забирали одежду и продукты. За эту якобы связь была сослана семья Ольги Федоровны в Приморский край, как и многие сотни семей. Разбросала, разметала по всему свету ее братьев и сестер. С 1953 года живет она в ивенкийском поселке Иенгра. Попыталась была вернуться на родину, но долго прожить там не смогла. Через 3 месяца вернулась назад. «Если старое дерево вырвать с корнями, погибнет», — сказала Ольга Федоровна. Так и живет она в поселке, в ветхом, плохо приспособленном доме. Но даже в Нерюнге по просьбе сына переезжать не хочет. В городе работы нет, заскучаю от безделья. А здесь огород, речка рядом, тайга. Здесь мой дом. Решила и постановила она. Но часто вспоминает и рассказывает сыновьям и внукам о молодости и работе. С 1953-го Ольга Федоровна работала с геологами, выполняя любую предлагаемую работу на буровых. Мы работали в Таёшке на железную руду, на бурению. Глибокі буренії, на скважини глибокі були до 600 метрів. Руда йшла, крутили, терно ми витягали, то вже камінь то йде білий, а руда чорна. Як йде вже руда железна. А потім вже на китаянці бурили на вуголь іскали під землею, там вугля більші, пласти більші, залежі були. Помню, Каримова геолог у нас була, Сікач був геолог. Пам'ятаю тих людей. На китаянці ми бурили. Була скважина глибока, 600 метрів, 60 стовбів. Витягали з-під землі, і там ми їх отцепляли, прицепляли. В 70-е годы пришел БАМ. Ольга Федоровна перешла работать кочегаром к железнодорожникам. Перешла работать туда, потому что платили больше. Ведь она одна после смерти мужа поднимала 2 сыновей. Хотела дать им хорошее образование. Это была ее самая заветная мечта. Выучились сыновья,
Ярослав работает тут же в Иенгере предпринимателем, а старший Василий после Ачинского политехникума и Иркутского политехнического института вот уже как 25 лет работает в автобазе технологического автотранспорта. Примечательно то, что Ольга Федоровна всегда живо интересуется делами своих сыновей. И ей это на самом деле интересно. Ведь в Нерюнгринском угле есть и ее капелька пота, есть частичка ее труда. Вспоминает Ольга Федоровна прожитые годы, перебирает в памяти радостные и горестные события своей большой, интересной жизни. Тяжесть прожитых лет, все пережитое этой удивительной женщиной, позволяет считать ее жизнь, если не героической, то достойной уважения и признательности. Каждый из нас, живущих сегодня под мирным небом, обязан помнить тех, благодаря кому сегодня мы живем, радуемся, учимся и работаем. Живет в Нерюнгре ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, кавалер знака шахтерской славы третьей степени Григорий Михайлович Гаврилов. Григорий Михайлович родился в селе Житка Читинской области. По окончании семилетки трудился в колхозе наравне с другими. Старался трудиться даже лучше, потому что положение обязывало. Отец Григория Михайловича в то время был председателем колхоза. Была у паренька мечта – поступить на учебу в Читинский железнодорожный техникум. Но мечте не суждено было сбыться. Помешала война. Вместо техникума 18-летнему парню довелось закончить Средненское военное училище по ускоренному курсу. По его окончании в звание старшины Григорий Михайлович был отправлен на Третий Белорусский фронт под командованием Черняховского. Со своим артиллерийским 76-миллиметровым орудием освобождал Витебск, Минск, Кенигсберг. Под Кенигсбергом в схватке с фашистскими танками получил контузию. Шли на наши танки, штук 5, под обзором где. Я 2 подбил с расчета, а оттуда сбоку по нам шугануло, вот тут и 2 погибло, она сконтузила остальных. В орудие попал. Долго лечился в госпиталях и победу уже встретил в Подмосковье. Не было большей радости тогда у народа. После победы над Германией Вторая мировая война, как известно, не закончилась. Не закончилась она и для Григория Михайловича. Был он отправлен на Второй Дальневосточный фронт для борьбы с японскими милитаристами. Освобождал Харбин, этапировал японских пленных в Благовещенск. Демобилизовался Григорий Михайлович в звании лейтенанта только в 1948 году, в праздничный день 23 февраля, после окончания военной школы в Ленске. По-всякому бросала судьба фронтовика Гаврилова. Профессию артиллериста нужно было менять на мирную. Закончив Иркутскую заочную финансовую школу, 10 лет работал по финансовой части. Затем по заданию райкома партии вернулся молодой коммунист в родное село. Работал председателем сельского совета, а в 1979 году по просьбе сына переехал в молодой, строящийся город Нерюнгре. Устроился в 5-ю автобазу плотником 3-го разряда. Многие нерюнгринские строения помнят тепло рук Григория Михайловича. И только в возрасте 71 года ушел на заслуженный отдых, продолжая вести большую общественную работу, впрочем, как и в свою трудовую бытность. Нет ни одной школы в городе, куда не приглашали бы Григория Михайловича. И сегодня он бодр и активен. Как всегда, собирается отпраздновать День Победы в кругу своей семьи. На вопрос, о чем мечтает ветеран, Григорий Михайлович ответил, что много лет мечтает найти своего однополчанина Якута Березкина. Мы желаем Григорию Михайловичу, чтобы его мечта исполнилась. Вы сделали на свете, что могли, и это не забудется, поверьте. В час испытаний для родной земли вы были жизнь, что встала против смерти. И еще об одном ветеране Великой Отечественной войны, Филимонове Иване Васильевиче, наш рассказ. Родился Иван Васильевич в селе Григорьевка, что в Красноярском крае. 17-летним пареньком в ноябре 1944-го был призван на Тихоокеанский флот в отряд минных заградителей.
Поначалу в первые дни службы старшие товарищи над ним подтрунивали. Уж больно худым был краснофлотец Иван Филимонов. «Ничего, скоро откормишься, служба предстоит тяжелая», — говаривали отцы-командиры. «А где она сейчас легкая? Война», — подумал Иван Васильевич. И как каждый в те военные годы хлебнул он лихо сполна. Служба его заключалась в обезвреживании вражеских мин. Хоть память сейчас в связи с возрастом и былой контузией частенько подводит, но до сих пор помнит Иван Васильевич свою первую обезвреженную мину. До сих пор помнит, как тряслись руки, выкручивающие запалы смертоносного снаряда. И, как известно, ошибаться можно было только один раз. Че, мины 2, 3, 5 взорвал, и медаль ему дали. Вот это. Ну, офицер это говорит, он пока мину разрядит, а там 6 запалов стоит. Вот. Он мокрый, потный весь. Да его водой выброс с головы, вот он и потный. Ну, действительно страшно очень это. Отворачивать запала 6 штук, 5. И руки ходят вот так вот это. Ну, стараться держаться. Что ты трясешься там? Это, ну, не трясусь я, вот ключ, вот смотри. Выходили на задания тройками. Помнит и те тройки, которым не суждено было вернуться на берег. И велика была радость за отмщенных товарищей, когда он наблюдал гибель вражеских кораблей. Иван Васильевич считает, что ему самому повезло. Отделывался легкими осколочными ранениями и после недолгого лечения сразу в строй. Ведь приближался конец войны. Бесконечным потоком шли караваны судов с ранеными и вооружением. Была и тяжелая контузия. Около года провел Иван Васильевич в госпиталях. Великую победу фронтовик встретил в море на боевой вахте. Победу встречали, мы в море были на второй день, передали, радист говорит, победили, все, объявляет. Ну, дурачок, сиди там, победили, что будешь целый год там кричать, победили. Это. И мы где-то еще часа 4 ходили, это шли больше это. Дир выходит, ну, получил там депешу. Победили, победа наша, и мы, ура, тут это тогда. Вот. И сразу по местам артиллеристы зарядить холостым по 2 залпа. И там у нас было 6 орудий, дали по 2 залпа. Только через 7 лет демобилизовался матрос Филимонов. Свою гражданскую трудовую деятельность Иван Васильевич начал в городе Черемхово Иркутской области. Работал в электромеханической мастерской обмотчиков моторов. Сказался военный навык и умения. Женился. Родились 2 детей. А в 1981 году по приглашению руководства разреза Нерюнгринский переехал в Нерюнгри в уже почтенном возрасте, оставив на обжитом месте собственный крепкий дом и большое подсобное хозяйство. Переехал потому, что было интересно осваивать новый край, новый город. Работал на разрезе по своей профессии. Затем перевелся в только что запущенный ремонтно-механический завод. Требовались тогда заводу опытные специалисты. Долгие годы был наставником у молодежи. И только в 60 лет вышел Иван Васильевич на заслуженный отдых. До сих пор встречается ветеран с бывшими коллегами. Вспоминает былое. И, как сказал сам Иван Васильевич, не жалеет ни об одном прожитом дне. Война – это бездна народного горя и высота духовной стойкости. Казалось, что в этой жестокой битве победили чудо-богатыри, но победа ковалась и в тылу, женщинами и детьми. Кто знает, может, им, изнуренным голодом и непосильной работой, было гораздо тяжелее, чем на фронте. Вспоминая свое военное детство, которое и детством-то трудно назвать,
Валентина Ивановна Коршунова рассказывает, как 9-летней девчонкой работала в селе Анкудиновка Ульяновской области. В страдную пору с сельскими ребятами, наравне со старшей сестрой, работавшей на тракторе, сеяла, убирала и сушила сено и хлеб, который весь до последнего зерна отправляли на фронт. Сами питались тем, что оставалось с личных огородов, да, что называется, подножным кормом, собирая в лесу ягоды и разнотравья. Не обошло лихо стороной ее семью. Погибли на фронте 2 ее брата, а 3-й, хоть и искалеченный, но все же вернулся домой. И велика была радость после известия о победе, которую сообщил им Нарочный. Это 9 мая, мы где-то 8 часов в 9 огороды копали, колхозные огороды под Бахчей копали. И вот много нас это, и дети, и взрослые, все копали, копаем, и вот гудок. От нас 4 километра фабрика, именно Степана Разина. Вот сукно, это на фронт ткали, на шинели. И вот гудок, ну, женщина, мы-то небольшие, не очень-то, а женщина это, да что это такое, ну, гудит. Бросали мы все лопаты, пошли в центр, в контору к управлению. Вот. И там вот Нарочный приехал и говорит: победа, война кончилась. А ночь был дождик, погода пасмурная была. И вот так мы встретили победу. Вот кончилась война, а хорошего-то у нас ничего не было, еще хуже. Как голодовали, так и голодовали до 1952 года. Вот и поехала семья Валентины Ивановны в 1952 году в северные края за лучшей долей. Добирались до Алданского района на самолете и лошадях. В селе Тыптакан встретила Валентина Ивановна свою судьбу, Виктора Ивановича, который также, будучи подростком, трудился в селе Степаново Калининской области на приближение победы, выполняя все сельские работы и на заготовке дров для нужд действующей армии. Вместе Виктора Ивановича и Валентина Ивановна уже 54 года. Работали на золотых приисках в поселке Учур, а после закрытия поехали осваивать Целину. Затем был Ташкент, но по-прежнему манил их север. И в 1955 году приехали в поселок Угольный. Работали на шахте. Виктор Иванович в забое бригадиром, а Валентина Ивановна на сортировке угля. Ой, вообще тяжелый труд в то время был, очень тяжелый. А вот в 60-м году у них комбайн появился. Так они, конечно, тяжело, но спротив того труда уже легче. Не просто лопатой накладывает на ленты все. А это же надо и наложить, и отвести. Еще, вот, скажем, 40 метров или сколько надо пробежать с полной тачкой, а потом бежать надо 20 или 40 метров с пустой тачкой. Да пригонишь ее к забою, надо снова накладывать, а потом уберешь все, надо крепить все это, таскать на себе, на своих плечах и все это. Когда Угольный закрыли, переехали в 1971 году в Нерюнгри и до самой пенсии работали на разрезе Нерюнгринский. Здесь всегда помнят и чтут своих ветеранов, так много сделавших для мирной жизни и становления Якут-Угля. Но не всем довелось встретить великий праздник Победы. Многие нерюнгринцы до сих пор хранят казенный конверт с похоронкой, продолжая ждать своих родных, перечитывая редкие весточки с фронта. Письмо сегодня с фронта получила старушка-мать, ведь так его ждала. Ее надолго с сыном разлучила суровая, жестокая война. Летели дни,
и месяцы летели, и многих не вернуть уже домой. Но сестры, жены, матери хотели, чтоб им пришел конвертик голубой. Трудной войны, безжалостной дороги и пыльных верст солдатские пути. И матери, живущие в тревоге, ждут, не дождутся весточки с войны. Возьмут конверт дрожащую рукою, и силы нет письмо это открыть. И думают со страхом, что с тобою. Родной, прошу тебя, останься жить. И вот лежит в руках он материнский, и в нем тоска по родине и грусть. И в двух последних строчках: только, мама, не плачь, родная, я к тебе вернусь. От этих строчек боль ее душила, ведь письма эти с фронта долго шли. Письмо она сегодня получила, вчера ей похоронку принесли. Письмо сегодня с фронта получила старушка-мать, ведь так его ждала. Ее надолго с сыном разлучила суровая, жестокая война. Суровая, жестокая война. Мы желаем всем ветеранам войны и труда здоровья, мирного неба. Они сделали все для того, чтобы оно было мирным. Выходит, ну,